Местечко Вильгард, новый фундамент. Залили уже, подготовили уже все. Земельные работы провели. Сделали засыпку также песчаной смесью. Дальше нетканка, щебень. Это все протрамбовали, уложили рубероид. Сделали опалубку, проармировали. Все, и сейчас готовимся к заливке. Здесь будет небольшой дом, 6×8. 8×8. Небольшой. То есть дополнительно усилили все еще угловые соединения снизу, сверху. Здесь дополнительно внутренние стены, то же самое все. Установили продухи. Все готово к дальнейшей работе, к заливке. Во всем есть всегда тонкости и нюансики, да? Покажу вам один, пару штук. Например, смотрите, идет обвязка, да? Вот эта скоба, вот она цельная по кругу, и вот в этом месте идет крепление. Следующее, уже в том месте идет крепление. Дальше в этом. То есть все в хаотичном порядке, чтобы не было крепежей по одной линии. Также вот помимо каркасов, которые сходятся, да, здесь, вот еще дополнительная арматура, которая связывает углы здесь, вот сверху, и снизу то же самое. Вот она, дополнительная арматура, вон кусок идет. Раз, туда пошел, и с этой стороны, раз, и сюда пошел. То есть дополнительно еще углы наусиливали. Внутренние стенки тоже усилили. Скобы достаточно хорошо скреплены. В принципе, все. Осталось только бетономиксер или бетононасос. Мы сейчас с этим решаем, как будем доставлять это все. И уже непосредственно заливать. Так, что касается продухов, мы их вот так вот врезаем. Поэтому у нас жестко стоят. И даже когда мы лопатами будем прогонять раствор, то есть они не сместятся. То есть четко в этом определенном месте стоять и будут. Кроме того, кстати, также вам хочу сказать, что они обязательно нужны. И нужны для того, чтобы с подполья, все-таки там земля, да, и с земли будет подниматься влага, да. И чтобы эта влага, вот этот конденсат, не образовался потом, не преобразовался в вашем доме в виде плесени, там, грибка. А здесь происходит продувание, то есть пол продувается. В общем, грибка в вашем доме не будет, плесени не будет, если будут продухи. Грубо говоря.